Под гул восторженных трибун Абу Мургустов выходит в финал всероссийских соревнований по дзюдо среди мужчин памяти чемпиона Европы Магомеда Парчиева. Именно в этом весе выступал наш прославленный дзюдоист. Лучшего в этой полуфинальной схватке выявляли представители Ингушетии и Северной Осетии. Почти весь период соперники вели равную борьбу, и никто не собирался проигрывать. Но под занавес схватки Мургустов проводит прием, который в итоге стал решающим. За оставшееся время соперник ничего не смог показать, и мы в финале. Этот турнир стал самым большим, самым почетным, самым, я скажу, даже не постесняюсь, на Северном Кавказе одним из самых именитых турниров. Сюда желают приехать все. Почему? Потому что Республика Ингушетия принимает очень здорово, очень прекрасно, люди добродушные, все хорошо, все прекрасно. Турнир организован на самом высоком уровне, за что мы благодарим. Несмотря на то, что сейчас очень сложно, мы сами знаем, по политическим мотивам, многие сборники, члены сборной команды страны приехали сюда, борются. Мой ученик является Хасан Бейтау, главным тренером сборной команды страны среди мужчин. Очень лестно отзывается о ребят с Ингушетии, которые находятся членами сборной команды страны. Они сейчас в Монголии и некоторые в Кисловодске. Но несмотря на это, многие ребята приехали, поборолись очень здорово. Накал борьбы на самом деле превышает там все возможное и невозможное. В финале Абу Мургустов сошелся с борцом из Чеченской Республики. После очередной попытки проведения приема борьба переходит на землю. Здесь лучше оказался чемпион России по дзюдо. Лечи Эдиев проводит болевой на руку и побеждает. Мургустов становится вторым. На соседнем татами проходят полуфинальные схватки в весе 81 килограмм. Там также дзюдоисты Ингушетии и Чечни. В самом начале схватки Сулейман Вышегуров получил травму уха, и врачи перебинтовали голову. Но даже это не остановило ингушского борца. Быстрой подсечкой он роняет своего соперника и с минимальным преимуществом выходит в финал. Парчиевский турнир проходит уже в 20-й раз. В этом году он значительно расширил число как участников регионов, так и самих спортсменов. Чтобы принять участие в юбилейном турнире во дворе спорта Магаз, съехались около 300 спортсменов. Обычно их количество было чуть более сотни. Вы знаете, этот турнир очень у нас ожидаемый. Мы даже ежегодно, когда проводится Парчиевский турнир, к нему проводим чемпионат Чеченской Республики, чтобы лучших спортсменов сюда отобрать. Все хотят здесь бороться. Очень прекрасный турнир, это большой праздник не только для Республики Ингушетия, для всего Северного Кавказа и России, потому что собирает много регионов, в этом году 19 регионов. Хороший призовой фонд, который выставили организаторы, благодарим их за это, потому что в наше время дополнительная финансовая поддержка спортсменам, это очень благоприятствует их росту и дальнейшему развитию. Очень сильный состав, члены сборной России выступали, по всем ожесточенная борьба шла, в смысле спортивная борьба. И вот вчера у нас в финале 66 богатырев стал вторым. И 90 килограммов Хамхою и Муталию финал разыграли, и Муталию стал первым. Мы очень довольны тем результатом, который вот при таких сильных спортсменах наши ребята показывают. Наблюдают за схватками и брат Магомеда Парчиева Руслан, и его первый тренер, известный в Ингушетии и не только Яхья Мережков, основатель дзюдо в республике. Он хорошо помнит, как зарождалось дзюдо в Ингушетии и каких результатов достигли спортсмены за последние 50 лет. Наглядно это можно увидеть на примере этого турнира. Конкуренции действительно чемпион призер мира, отсюда я выиграть, думаю, что первый схватка еще ару косер, что конкуренция жая. Конечно, 20-й турнир, декрет тепишна, мастеры декрет сделал, дают. На очереди вторая, самая ожидаемая схватка вечера, финал 81 килограмм. В ней золото разыгрывают Сулейман Вышегуров из Ингушетии и Георгий Елбакиев из Осетии. На татами сошлись двое напористых борцов. Уже более половины раунда позади соперники провели по одному приему, и счет на табло 1-1. Когда до конца остается чуть более 2 минут, Сулейман поднимает соперника и эффектным броском ставит точку, и японом завершает схватку. Соревнования были все, соревнования очень важные, это домашние соревнования. И,
все соперники достойные. Что у тебя получилось? Всеми схватками ты доволен? У тебя была травма, я понял. Как все прошло? И у меня было 5 боев, и все 5 отлично. Ну а на очереди самая приятная часть соревнований – награждения. Победители получили медали, денежные вознаграждения и кубки. Ингушетия завершила турнир с 2 золотыми, 3 серебряными и 2 бронзовыми медалями, тем самым заняв первое общекомандное место. Муслим Ганиев, Умар Газдиев. Новости 24.